никогда тех зверей, что на земле исчезли в красной книге навсегда. Силуэты их ушли в бездну никогда. Чистого... Класс. Путешественница Манмон. Манмон — милая цирковая обезьянка. Она сидела в клетке и зевала. Ох, скучно. Как можно в такой день сидеть в клетке? Манмон толкнула дверцу и выскочила наружу. «Манмон, ты куда? Вернись!» — закричал дрессировщик. Манмон убежала, делая вид, что не слышит. Манмон весело начала бегать по улицам. Прыг-скок, побежала мимо булочной, мимо магазинов вкусных фруктов, повернула за магазин шляп и забралась на дерево. На улице собрались люди. Вон там. Ого, она забралась вверх по окнам. Нет, она перебралась на соседнее здание. Где? Там, справа от мэрии. Вон сидит на красной крыше. Тихая улица наполнилась шумом и гамом от этой Манмон. Обезьяна сидит на крыше здания, 4-го по счету от мэрии. Побежали полицейские. Странно, нам сказали, что 4-е по счету здание от мэрии. В это время прибежал другой полицейский. Не слева, а справа 4-е. Сменив направление, полицейский побежал туда, где Манмон. Вверх прыг, вниз прыг, налево скок, право скок. Манмон прыгала с одного окна на другое, не собиралась спускаться вниз. Полицейский не знал, что делать, и только смотрел на Манмон, как она весело прыгала. Люди смотрели вверх, а Манмон вниз. Они так похожи на зверей в цирке, подумала Манмон. Она увидела знакомые лица среди толпы. Вон та девушка, стоящая слева от церкви, дала мне печенье. Там в то время появился дед с веревкой. Я поймаю эту обезьяну. Еще не было ни одного зверя, которого я не мог бы поймать, сказал он. Дед забросил веревку на обезьяну, но Манмон было непросто поймать. Манмон взобралась так высоко, что видела весь город. Значит, справа от магазина шляп находится обувной магазин. За церковью есть парк. Она показала свои умения перед людьми и детьми, которые гуляли в парке. Дети угостили Манмон бананом, и она от души наелась. Потом захотелось поспать. Она еле-еле шла и вдруг услышала веселую музыку. Где-то я слышала эту музыку. Точно, цирк начинается. Манмон быстро побежала. Зал был наполнен зрителями. Дрессировщик стоял на арене и жонглировал мечами. Он без меня не обойдется. Манмон подбежала и забрала мечи. Зрители стали смеяться и аплодировать в ладоши. Как только они ушли с арены, дрессировщик взял Манмон за лапу, а Манмон крепко обняла дрессировщик.